Начнем. Спасибо. Добрый день, уважаемые родители, уважаемые педагоги, если вы нас тоже смотрите. Мы очень рады, что к нам подключается достаточно обширная аудитория, и это очень хорошо. Значит, у людей есть вопросы, значит, людям интересно. Сегодня мы с вами поговорим о адаптации и поступлении детей с ОВЗ и детей с инвалидностью в дошкольное образовательное учреждение. Сегодня с нами снова старший воспитатель детского сада номер 41 города Воркуты Харина Дарья Владимировна. Здравствуйте. Вчера мы говорили уже о адаптации ребенка, о поступлении его в детский сад, но мы говорили о всех детях в общей среде, да, о обычных нормотипичных детях. А сегодня мы как раз-таки поговорим о категории детей, которые детки ОВЗ, детки с инвалидностью, потому что все-таки для них это специфическая такая, да, тема, детки, потому что более все-таки ослабленные и требуют, наверное, все-таки каких-то специфических таких вот условий и внимания. Для начала, конечно же, хотелось бы напомнить и поговорить о том, что кто такие дети ОВЗ, кто такие дети с инвалидностью, чем они отличаются вообще, да, кто они вообще такие, почему им такое пристальное внимание, и почему мы их отдельно рассматриваем, почему отдельно смотрим их адаптационные периоды, почему отдельно смотрим, как подготовить их к детскому саду. И еще один вопрос. Чаще всего такие дети, безусловно, да, поступают в инклюзивное образование в дошкольное учреждение, потому что чаще всего это 1-2 ребенка на всю группу. Специализированных детских садов, как вы знаете, сейчас не так много, поэтому чаще всего это все-таки инклюзия. Вот еще раз бы хотелось бы напомнить, что существует 2 термина. Это интеграция и инклюзия. Инклюзия – это когда все дети с ОВЗ, дети с инвалидностью как раз-таки обучаются и получают образование и воспитание вместе со всеми нормотипичными сверстниками. То есть с теми сверстниками, которые не имеют статуса ОВЗ, которые не имеют статуса инвалидности. То есть обучаются по обычным, нормальным программам, которые рекомендованы Министерством просвещения Российской Федерации. Интегрированное обучение – это либо специализированные классы, либо специализированные группы, но в обычном образовательном учреждении. Такие детские сады у нас существуют, их у нас достаточно много, но опять же мы понимаем о том, что не все могут попасть даже в ту же интегрированную группу, да, в то же интегрированное обучение, потому что таких детей все-таки много. И не всем показано, допустим, если это группа для детей с ОДА, то понятное дело, что туда слепого ребенка как бы, ну, это будет уже нонсенс и, ну, все-таки некомфортно ребенку. Поэтому нужно понимать различия между терминами не только педагогам, но и родителям, которые приводят ребенка, и когда им говорят, что ваш ребенок будет в инклюзии, они сразу пугаются этого слова. Хотя ничего страшного в этом нет, и в принципе это нормально, когда ребенок с ОВЗ, который может обучаться со своими сверстниками в обычном образовательном учреждении, то здесь ничего такого как бы нет. Проблемного, страшного и так далее. Если что, Дарья Владимировна, вы меня поправите. Далее, хочется вспомнить и понимать, да, кто такой ребенок с ОВЗ, кто такой ребенок инвалид, чем они отличаются и вообще кого считать именно ребенком с ОВЗ или ребенком с инвалидностью. Обучающийся с ОВЗ – это физическое лицо, которое имеет какие-либо недостатки в физическом или психологическом развитии. ОВЗ устанавливается только психологом медико-педагогической комиссии. И статус ОВЗ выставляет только психолого-медико-педагогическая комиссия. А вот статус ребенка-инвалида только медицинская комиссия. И в этом их большая разница. Ребенок с ОВЗ
получает карту развития, в которой прописаны условия его развития, его образовательный маршрут, по какой программе он должен обучаться, что для этого необходимо. То есть он получает полноценную карту индивидуального маршрута развития ребенка. С этим родитель может прийти в образовательную организацию и предоставить ее руководителям, да, вот старшему воспитателю, заведующему, и, естественно, ознакомить педагогов, куда они идут. Статус ребенка-инвалида получают все-таки через медицинскую организацию, и не всегда они требуют специальных условий для обучения. И это нужно понимать, и это нужно помнить. Потому что ребенок-инвалид и ребенок с ОВЗ – это разные люди, разные дети. Итак, обучающиеся с ОВЗ – это дети, я не буду всех перечислять, но в основном это вот основные категории, которые перечислены на экране. И в основном это дети с нарушением слуха, это глухие, слабослышащие, поздно оглохшие дети. Либо дети, которые сейчас вот чаще всего встречаются, это дети с кохлеарным имплантом. Такие дети сейчас приходят в детский сад. Почему? Потому что кохлеарную имплантацию государство взяло на себя такие обязанности и обязательства, когда кохлеарную имплантацию проводят бесплатно любому ребенку, у которого есть такие показания. Они встают в очередь, родители бесплатно едут, получают данную вот услугу абсолютно бесплатно и получают свой индивидуальный маршрут, который первое время как бы проводят на местах педагоги, которые занимаются с ребенком. А дети с нарушением зрения, слепые, слабовидящие, но для таких детей в основном существуют либо отдельные группы специализированные, либо это специализированные учреждения образовательные. Но сейчас, как бы, если ребенок слабовидящий, то в принципе он вполне может обучаться в условиях инклюзии, и это нормально, то есть никаких как бы противопоказаний нет, потому что даже Министерство образования в настоящее время делает запросы в образовательные организации, где образовательная организация может описать ситуацию поступления ребенка и запросить как раз такие вот все методические пособия, условия и так далее для того, чтобы помочь этому ребенку получить образование в образовательной организации, куда он пришел. То есть здесь проблематики как таковой нет. Дети с нарушениями речи, да, тоже могут обучаться в инклюзии. Здесь нет ничего такого, естественно, для всех этих категорий, которые здесь перечислены, требуется психолого-медико-педагогическое сопровождение. То есть должны быть специалисты либо внутри учреждения, либо специалисты, которые будут сопровождать этих детей на период их обучения в образовательной организации по приглашению, то есть в условиях межведомственного взаимодействия. Во многих городах я знаю, что это не является большой проблемой. Где-то, если есть такая проблематика, выезжают, допустим, наши вот мобильные бригады от нашего республиканского консультационного центра с консультантами, которые помогают родителям получить информацию, что делать, как быть, и помогают педагогам сопровождать данных детей в инклюзивном пространстве. Наш центр инклюзивного образования тоже помогает педагогам именно по вопросам сопровождения детей в инклюзивном пространстве любого образовательного учреждения. То есть, если возникают вопросы, пожалуйста, звоните, мы всегда поможем, но через своих... Будьте добры, не забывайте, что у вас есть руководство. Выходите на руководство и через своих руководителей обращайтесь, потому что тогда формируется какой-то определенный запрос уже от организации. И если таково вот необходимость возникает, то мы выезжаем на места, даем семинары, даем курсы повышения квалификации по данному направлению, даем разъяснения, помогаем что-то разработать, на что-то обратить внимание, но уже непосредственно в учреждении. То есть в любом случае решаем через руководителей. Далее, если такой ребенок, что еще? Нужно понимать, что некоторые дети могут иметь справку об инвалидности и заключение по МПК. То есть
Понятно, это тотально глухие, слепые и так далее. То есть те дети, которые действительно получают инвалидность с рождения. Но и при всем при этом они должны получать образование с особыми образовательными какими-то условиями. Поэтому они получают еще и заключение по МПК. Но не всегда ребенок ОВЗ является инвалидом. И это нужно помнить и знать. Потому что не все дети инвалиды нуждаются в специальных условиях обучения. Еще раз повторюсь. Если ребенок абсолютно интеллектуально сохранен, прекрасно видит, прекрасно слышит, великолепно двигает руками, у него все в порядке с речью, у него все замечательно, но он просто не может ходить, и он находится в инвалидной коляске, то это не говорит о том, что ему нужно создать специальные условия обучения. Ему нужно создать только лишь условия поступления в учреждение, то есть доступ, обычная доступная среда. И вот эти два понятия путать нельзя. Следующее, на что стоит обратить внимание, это то, что кто не является ребенком ОВЗ, и для таких детей не надо писать АОПы, РОПы и так далее. То есть специальную образовательную программу для таких детей создавать не надо. Они обучаются по общеобразовательной программе. Им не нужно посещать ПМПК. Это дети с заболеванием сердца, сосудов, дыхательной системы, печени, почек, желудочно-кишечного тракта и так далее. То есть если у вашего ребенка инвалидность, но, допустим, сахарный диабет, то АОП для него не создается. Да, какие-то варианты, допустим, отдельных предметных областей для него будут упрощены. Маршрут, да, правильно, Дарья Владимировна подсказывает, что вот индивидуальный маршрут разрабатывается, ну это, допустим, да, на физкультуре. Да, если где-то затруднения. Да, то есть возникают затруднения, и тогда вот педагогическим коллективом разрабатывается уже индивидуальный маршрут. Но все остальное ребенок в состоянии выполнять, как все остальные дети, поэтому здесь этого не требуется. И нужно помнить об этом и родителям. То есть ребенок способен даже с такими заболеваниями вполне нормально, спокойно пройти путь, образовательный маршрут нормальных детей, нормальной школы, обычного детского сада и так далее. То есть вполне доступно ребенку все. Я не буду как бы сильно уже там на что-то вдаваться в подробности, но единственное, что для педагогов и для родителей скажу, что образовательная организация разрабатывает АОП для ребенка, если у него есть статус ОВЗ. Это нужно понимать. АОПы разрабатываются обычно на 1 год. Но если ребенок приходит на весь период, допустим, дошкольного учреждения, или на весь период начальной школы, понимая, что у ребенка статус этот остается, ПМПК выписывает на все ступени обучения определенные ступени обучения. То есть это либо дошкольная, либо это начальная школа, либо это среднее звено и так далее. И вот это нужно хорошо понимать и помнить. Это одно. Самое главное, нужно помнить еще такую вещь всем, что заключение ПМПК родители вправе как предоставить, так и никому не показывать. Если они считают, родители считают, что их ребенок в состоянии справиться с той программой, которую дают в образовательном учреждении, то они не обязаны предоставлять вам заключение ПМПК. И родители должны об этом помнить, что если они хотят, они могут. Если не хотят, то они не могут. Но здесь возникает другая ситуация, и Дарья Владимировна меня в этом, конечно, поддержит, потому что здесь уже родители тогда берут на себя ответственность в том, что ребенок может стать неуспешным, потому что он просто не успевает по той программе, которая существует. У ребенка может что-то не получаться, и он не успевать развиваться по тем нормативам, которые расписаны для конкретного возраста нормотипичных детей. Уважаемые родители, если вам прописывают маршрут ПМПК, приносите его педагогам. Педагоги конкретно для вашего ребенка распишут индивидуальный маршрут
по всем направлениям обучения, по всем образовательным маршрутам, и ваш ребеночек в такой ситуации будет успешным, он хорошо сможет освоить программу и выйти к 1 классу достаточно подготовленным ребенком. То есть стоит на это обязательно обратить внимание. Не забывайте, что педагоги всегда будут в первую очередь на стороне ребенка. Конечно. И вот сегодня еще раз мы проговорим некоторые нюансы про таких детей. То есть, как мы уже сказали, да, дети с ОВЗ — это все-таки дети, которые получают статус в ПМПК. Дети с инвалидностью могут иметь и тот, и другой статус, но в то же время могут иметь чистый статус инвалида. Это одно. Второе. Мы уже разобрались в том, что не всем нужны индивидуальные маршруты, составление АОПы, программы и так далее. Дарья Владимировна, вот вчера мы с вами говорили о поступлении детей в дошкольное учреждение в 1,5 года, в 3 года. То бишь мы говорили о том, что как ребенка вообще подготовить, как родителям подготовиться и так далее. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд педагога с таким, с хорошим стажем, родителям, у которых ребенок имеет статус ОВЗ, ребенок, который имеет статус инвалида, на что стоит обратить внимание при поступлении в дошкольное учреждение, вот если он впервые приходит? Что нужно делать? Что-то меняется или остаются какие-то те же самые показатели, но с какими-то нюансами? Или на что обратить внимание, да, родителю, когда вот он приходит? Для детей с ОВЗ или инвалидностью рекомендации по поступлению в детский сад практически идентичны для детей нормотипичных. Но есть некоторые нюансы. Во-первых, такие детки немножечко сложнее привыкают к детскому саду, и здесь родителям стоит побольше терпения набраться. Да. И обязательно очень много позитива должно быть. Как вот с обычными, с нормотипичными детьми мы разговариваем о детском саде, говорим, что там хорошо, что нас там ждут. Здесь немножко придется в 2 раза больше усилий приложить. То есть я так понимаю, что у них период привыкания к дошкольному учреждению, вообще вхождения в детский сад, будет все-таки более удлиненным, да? Да, немного удлиненным. Больше, чем у обычных деток, да? Хорошо. Вот мы вчера говорили еще о адаптации детей. Есть как бы короткий период, то есть я так понимаю, что вот этот период адаптационный у них все-таки будет удлиняться. И даже норматив, я так понимаю, примерный норматив, да, будет разный. Да, будет разный, конечно. То есть если ребенок вот обычный, он 2-3 дня, да, неделю, и он привык, есть такие дети, то легкая адаптация вот в данной ситуации примерно какова будет? Ну, чтобы мама, папа понимали, да, вот у них ребеночек ОВЗ, они пришли в детский сад. И если, допустим, они там месяц-два привыкают, это нормально? Это нормально. Или это ненормально? Нет, это нормально. Такие детки очень привязаны к своим родителям, им сложнее будет вхождение, будет проходить в коллектив детского сада, в коллектив детей. Поэтому наберитесь немножко терпения, месяц-два, это нормально для детей. То есть для них это будет нормативно, как бы, и для ребенка. Да, для ребенка со статусом ОВЗ и инвалидностью это будет нормальным, поэтому не стоит переживать. Еще если ребенок очень сильно привязан к маме, что это чаще всего бывает с такими детками, то первое время лучше стоит попросить кого-то из своих родственников приводить, например, папу или бабушку или дедушку. Ребенок будет проще расставаться и входить в коллектив с детьми. То есть это будет легче. Да, это будет легче для него и для мамы тоже. Хорошо, Дарья Владимировна, скажите, пожалуйста, вот раньше практиковалась такая ситуация, когда вот если ребенку сложно, тяжело, разрешали маме заходить в группу и какое-то время находиться с ребенком, внутри группы с детками. Возможен ли такой вариант вот именно для детей данной категории? Конечно, возможен.
То есть, в принципе, да, мама может. Может, конечно, может. Посмотреть, как проходят занятия, Мгм. помочь своему ребеночку влиться в коллектив Мгм. детей, пообщаться с педагогами, Мгм. помочь им что-то, рассказать о проблемах своего ребенка, где он больше успевает, Мгм. где у него возникают затруднения. Это очень хороший опыт, я считаю. Ага. То есть, в принципе, как бы это нормально, и маме не стоит бояться. Маме не стоит этого бояться. Все в детском дошкольном учреждении настроены на позитив. И самое Мгм. главное для нас это дети. И неважно, есть ли статус ОВЗ у него, инвалидность, или это нормотипичный Мгм. ребенок. Хорошо. А вот первоначально, да, вот собрались они приходить в детский сад. Насколько вот будет отличаться поступление обычного Мгм. ребенка, да, от ребенка с ОВЗ? То есть какие-то вот рамки могут существовать, или все-таки все то же самое, только с каким-то увеличенным отсроченным действием? Все то же самое, но только с увеличенным отсроченным действием. И здесь тоже все зависит от ребенка. Мгм. Если, допустим, ребенок с ОВЗ, но мама водит куда-то его, что Мгм. так бывает очень часто, то к детскому коллективу ребенок очень быстро привыкает. Мгм. Но статус ОВЗ у него при этом есть и Мгм. инвалидность, например. Если же не ходят они никуда, я понимаю, родители, это личная боль каждого человека, Мгм. и ребеночка держит возле себя, сама развивает, то здесь Мгм. более сложный будет период привыкания, конечно. Мгм. Хорошо. То есть, ну, какой-то период все-таки придется Да, пережить. придется пережить и набраться терпения. Здесь вот это самое Но здесь, я главное. так понимаю, конечно же, будут работать педагоги в первую очередь. И для такого ребенка, и для мамы все-таки будет психолог первым Конечно. помощником в образовательном учреждении. И психолог, и дефектолог, если существует в учреждении, и Мгм. логопед. Мгм. То есть, в принципе, коррекционная работа для такого ребенка будет организована в полном объеме. Конечно. Мгм. Это хорошо. Другой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот ребенок, вот, ну, всякие ситуации бывают, да, мама привела ребенка, походили они в детский Мгм. сад, привыкли, все хорошо, мамочке нравится, потому что мы понимаем, что у мамы тоже должна быть личная жизнь, мама тоже должна быть мамой и женщиной, поэтому, в принципе, такой ребенок, почему же он, да, также может посещать любое дошкольное учреждение, любое дополнительное образовательное учреждение, это все понятно, но бывают ситуации, да, вот он привык у нас Мгм. уже, да, мы прошли такой период сложный, а потом вот получилась ситуация, что нам нужно переехать из одного города в другой. Какие-то будут серьезные вот препятствия или проблемы у такого ребенка при переходе из одного учреждения в другое? Будет ли вот этот вот период снова адаптационный? Да. То есть у таких детей У таких детей будет снова адаптационный период, и здесь вам снова нужно будет набраться терпения Мгм. и соблюдать рекомендации педагога, психолога, логопеда, дефектолога. Это когда ребеночек такой поступает, его проводят диагностику с ним, разговаривают, смотрят, и потом собирается ППК, Мгм. психолого-педагогическая комиссия в детском дошкольном Мгм. учреждении. Смотрим мы результаты, создаем программу, как вы уже говорили, специализированную, либо индивидуальный маршрут, Мгм. и потом снова собираемся, приглашаем родителей и ознакомливаем их с результатами нашего труда, скажем так, с программой, по которой будет учиться Мгм. ребеночек, или с индивидуальным маршрутом. Мгм. Поэтому здесь ничего страшного нет, не бойтесь этого. Мгм. Обязательно соблюдайте рекомендации, не ругайте своего ребенка, даже если у него настроение испортилось. Это может быть, потому что сложно таким деткам все-таки. Мгм. Все время хвалите его, не пугайте детским садом. Если вы сказали, что вы его заберете, допустим, в 2 часа, очень постарайтесь и в 2 часа его заберите. Ну, понятно, чтобы ребенок понимал, что Понимал, да. как бы он здесь не навсегда, его не бросили, потому Конечно. что они более чувствительны, Более такие чувствительные дети. такие дети, Мгм. да. Ну, в принципе, на сегодня, наверное, мы закончим. А если у вас будут возникать какие-то вопросы, уважаемые родители, уважаемые коллеги, вы всегда можете обратиться, как я уже и сказала в начале, да, в наш Республиканский консультационный центр Института развития образования, а также в Центр инклюзивного образования
Института развития образования Республики Коми. У нас достаточно много специалистов, которые всегда помогут, всегда подскажут. В том числе вот Дарья Владимировна тоже консультант нашего центра. Поэтому у нас есть возможность всегда прийти к вам на помощь. Ну а на сегодня все. Спасибо. До свидания. До свидания.